В эфире интервью на телеканале БСТ, и сегодня наш гость Шамиль Камилович Газизов. Шамиль Камилович возглавлял еще до недавнего времени футбольный клуб «Спартак Москва». До этого много лет работал во главе футбольного клуба Уфа. Шамиль Камилович, очень рад вас видеть в Уфе. Привет, Артем, привет. Я тоже рад находиться в Уфе. Ну, вы дома здесь? Конечно, это мой родной город, и мне здесь всегда хорошо. Шамиль Камилович, ну расскажите, вот уже по прошествии полугода нет у вас сожаления, что все-таки приняли решение тогда летом возглавить футбольный клуб «Спартак»? Ну, это моя футбольная жизнь, и я уже несколько раз говорил, что весь мой призыв всегда ко всем приходил к тому, что если вызов, то его надо принимать. То же самое я сделал и я. Все просто. Будет следующий вызов, надо будет принимать, так и будем дальше идти. Не будет вызовов, не будем принимать. Вы же наверняка не думали, что таким недолгим получится период вашей работы в «Спартаке». Мы можем рассуждать, а жизнь показывает другие истории. Вот. И надо принимать условия, в которых ты находишься, и выходить, наверное, с достоинством. Вот и все. Мне кажется, что иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то там результат. Мне хватило и 5 месяцев. А вы сказали, что сами приняли решение покинуть футбольный клуб «Спартак», но, конечно, понятно, что на вас повлияли, вас поставили, наверное, в условия, в которых вы не могли другое решение принять. Артем, можно я тебе скажу одну вещь? Да? Я бы хотел поговорить об Уфе. То есть это мой родной клуб. Да, «Спартак» – это уже история. То есть вы перевернули эту страницу? Я не перевернул эту страницу. «Спартак» всегда останется в моем сердце. Да, это определенный промежуток моей жизни. Вот. Мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила. Это огромный большой клуб. Но сейчас, находясь в Уфе, я хочу говорить об Уфе. То есть вот и все. Но в последнее время удавалось вообще следить за тем, что происходит внутри Уфы, с Уфой? Конечно, но футбол – это моя профессия. Естественно, клуб, который я там руководил долгое время, и я за ним смотрел, и радовался и победам, конечно, и разочаровывался поражением. Вот. Но сейчас то, что я вижу, что все идет, в моем понимании, по-футбольному правильно, результаты должны прийти. Очень много говорили, что Шамиль Газизов покинул Уфу, и следствием этого стали неудачные результаты. Команда оказалась на последнем месте. Вы с этим согласны? Ну, человеческий фактор всегда имеет какую-то роль, вот, но преувеличивать ее я бы не стал. Вот. Я знаю, что находясь в Уфе, мы готовили вместе с моей командой и футболистов, и помогали другим людям, которые находятся в футбольном производстве, можно так сказать, да. Но также за это время, надеюсь, мне удалось и своим помощникам, и людей, которые меня окружали, дать определенные знания, и вместе с ними я также получал знания. Вот. И я уверен в ребятах и в людях, которые остались в Уфе, всегда за них буду переживать и всегда буду рядом с ними. А вот Ринат Шайбеков, ваш близкий друг, он стал генеральным директором Уфы, но до этого он ведь не занимался такими вопросами, как трансферы, все-таки эту работу вели сами. Как ему удалось вообще вот, погрузиться в этот мир? А что погружаться? Он до этого со мной также был. Он и в мини-футбольном клубе был, и до меня в Башкирфорсвязи был, «Динамо», и потом также, и когда Уфа создавалась, он все время был рядом. Поэтому для него, понятно, принятие решения – это сложный фактор, но то, что он был рядом, то, что он видел, и то, что он так же, как и я, учился, это бесспорный факт. Вот, тем более я на 100% доверяю Ринату, вот, так как он является одним из моих ближайших друзей, прям ближайших друзей. Вот, их у меня на самом деле немного. Вот, а он, да, и я ему доверяю и уверен, что у него все получится. А с какими эмоциями встретили известие о том, что Вадим Евсеев покинет Уфу? Все-таки за 2 года достаточно хорошую работу он провел, да, и вы с ним близко общались.
Ну, Вадим Валентинович большой путь прошел с нами тоже, да, то есть он специалист большого уровня. На каком-то этапе в связи с пандемией, может быть, с какими-то другими факторами, то, что, может быть, не хватило футболистов для того, чтобы воплотить его идеи в жизнь. Вот. Я уже говорил, что, наверное, он как бы сделал такой шаг, чтобы помочь Уфе, он отошел в сторону. Вот. И импульс, хотел придать этому импульс. Это по-футбольному один из вариантов развития событий. Вот. Поэтому всегда буду наблюдать за ним и за его карьерой. Уверен, что она будет по-футбольному очень мощно. Вот, зная его внутреннюю силу, зная то, что он многому хочет еще дальше научиться. Поэтому всегда будем поддерживать друг друга. Все может быть, что и мы еще будем работать. А что думаете о Рашиде Рахимове и его работе в Уфе? Удастся ли Рашиду Рахимову немножко, во-первых, выправить ситуацию, да, а во-вторых, поменять стиль, футбольный стиль, в котором играет Уфа? Ну, Рашид Маматкулович сразу, я думаю, тяжело было что-то поменять. Но с тем, что я вижу каждую игру Уфы, которую он возглавляет, то что все равно у Уфы получается какая-то другая динамика, да, то есть другой динамический футбол. Не говорю, что он лучше или хуже, но он другой. Вот. Но это каждый специалист, который приходит, он пытается что-то новое внести. Вот. Я уверен, что у Рахимова все получится. И мне кажется, что футбол, я же говорю, приобретает новые краски. Он понравится болельщикам. Сейчас нужно только, чтобы пришли определенные результаты для того, чтобы команда почувствовала, что вот этот футбол, который хочет поставить Рашид Рахимов, он понравился ребятам, да, чтобы они в него поверили. Это непросто. Это не просто потому, что Уфа давно там играет в определенную модель футбола. И сейчас ее менять, для этого, опять же говорю, повторюсь, нужно время. Угу. Вчера Сергей Юран сказал, что Астон Урунов старше на 5 лет, чем написано у него в паспорте. Что вы можете на это ответить, господину Юрану? Я уже давно говорил свой тезис. На глупости я не обращаю внимания. И думаю, что даже дальше разговора смысла нет. Господин Юран уже не в первый раз говорит что-то, а потом не готов подтвердить чем-то свои слова. Пусть это на его совести. Зачем об этом говорить? Мы же не находимся в каком-то... Мы не хотим скандала. Зачем? У каждого есть свое мнение. Я думаю, что надо говорить правду. Стараться. Или проверенные факты. Тогда приятно. Футболист, который был воспитан Уфой, Игорь Тивеев, дебютировал в национальной сборной. Вот. Не ради этого ли все вообще изначально затевалось, на мой взгляд? Во-первых, хотелось поздравить Игоря, я его и так поздравлял. В принципе, для нас, для болельщиков и для специалистов, и для людей, которые болеют за Уфу, наверное, это большое достижение. То, что продукт Уфы достиг такого уровня. Мало того, он в этом году признан лучшим молодым футболистом России. Это говорит о том, что мы правильно работали, и у нас есть таланты, и ребята, которые занимаются футболом, и есть с кого брать пример. Я думаю, что это не последняя наша звездочка. Их будет больше и больше. Школа большая, футбол в республике на нормальном уровне, потому что, конечно, материально-техническую базу надо увеличивать, это ясно для всех. Но то, что таланты и ребята, которые любят футбол и будут добиваться, это бесспорно. Естественно, всех волнует вопрос о вашем будущем. Есть ли у вас предложение, ведете ли вы разговор с какими-то клубами, и где мы вас можем увидеть в ближайшее время? Сейчас ты видишь меня в Уфе, да, то есть мы общаемся, а то, что какой вызов будет делать профессия, там будем рассматривать. Сейчас пока надо осмыслить то, что произошло, сделать определенные выводы, внутри себя
или там прийти в себя, можно так сказать. Время было непростое. Я все равно в футболе, я наблюдаю за футболом, естественно, окружен футбольными людьми. Все узнаем. Все узнаем. Я уверен, что спрос на вас как на менеджера достаточно высокий, но не исключаете ли вы, что вы можете вернуться в Уфу? Такой вариант возможен? Ну, по этому поводу я всегда говорю одно и то же, что никогда не говори никогда. Я же говорю, Уфа родной мой клуб. То есть там, со мной его создавали много людей. Вот, и всегда там, Уфа, наверное, примет всегда своих там, воспитанников, я так скажу. А я такой же воспитанник Уфы. Вот, поэтому не буду ничего не говорить. Я верю в то, что у Уфы всегда будет большое и счастливое будущее. Вот в это я верю. 2020 год очень сложный получился для всех, и для футбола в частности. Российские клубы очень неудачно выступили в Еврокубках. Вообще, куда двигаться российскому футболу? Как надо меняться уже как-то? Вроде бы какие-то старые рецепты перестали работать. Что нужно делать для развития? Ну, это глубокий анализ. Я бы не хотел в этой передаче сейчас давать оценку тому, что произошло. Почему? Потому что, наверное, здесь много факторов существует. И сказать, что российский футбол абсолютно там неправильно себя повел или это были плохие результаты, я бы не стал так акцентировать, потому что есть другие страны, и там в рейтинге более высокие, но там тоже плохие результаты на европейской арене. Давайте подождем, что произошло и как произошло. Анализ будем делать потом. Сейчас кидать там, камни в сторону там, клубов и сборной я бы не хотел. Это мои коллеги, и я уверен, что мы все друг друга должны поддерживать. Спасибо большое, Шамиль Камилович. Я напоминаю, что у нас в гостях был Шамиль Камилович Газизов, российский футбольный функционер. Спасибо.